Сегодня в турецкой провинции Ван проживают кыргызы. Они играют важную роль в сферах безопасности и культуры Турецкой Республики. Но как они попали в Турцию? В летнюю ночь 1913 года в горах Памира в семье Джапаркула, бывшего тысячника Каканского хана Худаяра, а ныне руководителя кыргызов Мургаба, родился мальчик, которого назвали Рахманкул. Именно с этим мальчиком будет связан весь тот путь, который мы проделаем с вами от высоких гор современного Таджикистана. В 1917 году мир памирских кыргызов начал быстро меняться. Февральская революция, а затем Октябрьская вызывали неопределенность. Но последовавшие за приходом коммунистов к власти коллективизация и раскулачивание, а самая худшая пропаганда безбожия, окончательно убедили Джапаркула увести своих людей и свою семью за пределы территории Советского Союза. Непокорные кыргызы перешли в Ваханский коридор афганской части Памирских гор. Здесь к тому времени уже жило коренное для этих мест кыргызское население. На новом месте кыргызы Джапаркула быстро обжились, несмотря на то, что здесь был более суровый климат, нежели в родных им местах. Но надежда на возвращение в свой родной Мургаб, в привычные им кочевья, где остались те их родственники и близкие, что не решились уходить в Афганистан, не давала кыргызам Джапаркула покоя и не покидала их мысли. Все изменилось, когда в начале 30-х 19-летний Рахманкул вместе со своими товарищами решил навестить родные края и узнать о положении дел. Но люди, с которыми он общался, выдали его и его спутников советским властям, а те передали их НКВД. Так Рахманкул попал в советскую тюрьму, где твердо осознал, что надежд на возвращение их людям питать не стоит. После того, как советские органы, не узнав ничего дельного от Рахманкула и его товарищей, отпустили их, те вернулись в Ваханский коридор, где рассказали о произошедшем. Больше переселенцы не стремились вернуться и стали активно обживаться в Афганистане. В 1938 году скончался Джапаркул, и Рахманкул в возрасте 25 лет становится руководителем переселившихся кыргызов, а потом его избирают ханом всех кыргызов афганского Памира. И по сей день Рахманкул хан является последним кыргызским ханом, который получил этот титул не по принадлежности к аристократической фамилии, а за личные качества и заслуги. Его избрали за сильный характер, разум и политическую мудрость. Именно он сумел добиться от афганских властей ряда налоговых льгот и отмены воинской повинности в обмен на несение кыргызами Памира пограничной службы на участке афганско-советской и афгано-китайской границы. Однако уже в 1948 году он добровольно и весьма неожиданно отрекся от власти и в сопровождении 40 семей своего рода перебрался в Восточный Туркестан, где тогда уже закрепился Китай. Там они прожили около 2 лет, но неприятие коммунистической идеологии подтолкнуло Рахманкул хана к решению вернуться на территорию Афганистана. Пригласив в гости китайских пограничников на смежной с Пакистаном территории Минтыки, Рахманкул убил их, захватил их оружие и вернулся на Малый Памир летом 1950 года, получив одобрение Закир-Шаха, правившего Афганистаном. Афганские кыргызы с радостью встретили его и вновь провозгласили своим ханом. У Рахманкул хана сложились весьма теплые отношения с королем Закир-Шахом, который приблизил к себе кыргызского предводителя. В 1964 году Рахманкул хан стал почетным членом Лоя-Джирга, органа представительной власти Афганистана, в котором он представлял интересы киргизского меньшинства. В это же время он получил должность шахского наместника. Этот период являлся расцветом для кыргызов в Афганистане. Они владели крупным поголовьем скота, занимали обширные пастбища и контролировали караванные пути и торговлю через афганский Памир. Но и этот период покоя не продлился слишком долго. Переселение в Пакистан. Прочь от коммунизма 7. После апрельской революции 1978 года Рахманкул понял, что теперь и Афганистан перестал быть убежищем от коммунизма. Последней каплей стали призывы новых афганских властей ввести в страну советские войска. Для кыргызов, бежавших более полувека назад от этих самых войск, это был удар. Рахманкул хан предложил своим людям уйти в соседний Пакистан, и на это предложение откликнулись 1300 человек. Они пытались выйти на связь с властями Пакистана, для чего прибегли к помощи потомков известного кыргызского басмача Джаныбека Кази, осевших в этой стране.
Пакистанские власти дали добро кыргызам на переселение в регион Гилгит, на севере пакистанского Кашмира, куда и устремились кыргызы. Переселение выпало на лето 1979 года. Летний период оказался не совсем удачным временем для новых поселенцев. В отличие от сухого и холодного Памира, горные хребты Гилгита копили влагу, приходящую с юга. Резкий контраст климата стал губительным для привыкших к суровым холодам кыргызов. От тропических болезней и лихорадки погибло примерно 300 человек. Поняв, что пребывание здесь для кыргызов пагубно, Рахманкул стал искать выход из ситуации. Он просит Организация Объединенных Наций переселить их в более подходящий регион. На просьбу откликнулись Америка, Канада и Турция. В связи с тем, что Рахманкул-хан особо подчеркнул, что горцы привыкли жить в местности с определенным ландшафтом, где можно заниматься традиционными видами хозяйственной деятельности, то есть животноводством, особенно иководством, американцы предложили для переселения Аляску. Канадское правительство ничего конкретного не предложило, но и не отказывало в просьбе кыргызам. Последнее переселение, выбор пал на Турцию. Но кыргызы опасались переселяться в христианские западные страны, так как хотели сохранить свою религию и самобытную культуру. Потому их выбор пал на Турцию. Мусульманская страна с родственной тюркской культурой выгодно отличалась от других предложений. Тем более, что турки предложили им на выбор два варианта для оседания: местность Сарыкамыш в Карсе, недалеко от границ с Азербайджаном и Арменией, и район Иржиша на берегу озера Ван, на юго-востоке Турции. Рахманкул-хан лично посетил предложенные для поселения места и осмотрел их. Ему больше понравился Сарыкамыш, но из-за близости к советской границе кыргызский хан выбрал второй вариант на берегу озера Ван. Климат в этом регионе очень подходил для новых поселенцев. Прибыв обратно, Рахманкул поделился своими впечатлениями, и кыргызы с радостью согласились на переселение в Турцию. Новое переселение произошло в 1982 году. Из Гилгиша на автобусах 293 семьи перевезли в город Равалпинди, откуда на самолетах пакистанской авиакомпании РИА они полетели в турецкую Адану. Транспортные расходы взяла на себя турецкая сторона. Впервые переселение кыргызов проходило в таком комфорте. В аэропорту кыргызским переселенцам устроили торжественную встречу. С приветственным словом выступил губернатор провинции Адана. Им объявили, что власти страны поручили оказать максимальную поддержку и внимание собратьям-кыргызам, ставшим жертвами исторических обстоятельств и мировых политических процессов. Из Адана изумленных от всего увиденного и пережитого переселенцев на автобусах доставили в Ван, где в рамках карантинных мероприятий им впервые в жизни был проведен полноценный квалифицированный врачебный осмотр и по необходимости оказана медицинская помощь. По истечении карантинного срока их повезли в Иржиш, где временно поселили в небольших домах, построенных правительством на случай чрезвычайных ситуаций. А позднее на специально выделенной для них земле построили и специально спроектированные коттеджи со всеми условиями. Были предусмотрены даже хозпостройки для скота. Новое селение назвали Улу-Памир, что означает «большой Памир» и напоминает о родных для местных кыргызов краях. Новых братьев турки на целый год обеспечили трехразовым питанием, причем стараясь подбирать более привычные поселенцам молочные и мясные продукты. В обеспечение входили даже одежда и утварь, включая посуду. Все эти заботы взяло на себя турецкое благотворительное общество Красного полумесяца. Кроме всего этого, каждому человеку ежемесячно выдавали по 6 тысяч турецких лир на карманные расходы. По каждому вопросу, связанному с кыргызскими поселенцами, турецкие власти советовались с Рахманкул-ханом. Невозможно представить, какое удовлетворение и умиротворение ощущал пожилой уже на тот момент Рахманкул. Никогда еще государство так не заботилось о его народе. Наконец он нашел тот самый уголок на этой планете, где его народ был в покое и безопасности. Он говорил, что мечтает о том, чтобы от ненавистного ему коммунизма освободился и весь Кыргызстан, но увидеть этого воочию ему было не суждено. За год до развала СССР, прожив в новой стране 8 лет, Рахманкул-хан скончался в больнице Эрзурума. Однако регион юго-восточной Турции, к сожалению, не такой спокойный, как хотелось бы его жителям. Здесь активны террористы РПК, жертвами которых становились и кыргызские переселенцы. Но, находясь под защитой государства, кыргызы вызвались помогать властям блюсти порядок в регионе и организовали конную милицию.
Как правило, функции милиционных отрядов состоят в охране своих населенных пунктов. Милиция находится в структуре Министерства внутренних дел Турции, а на административном уровне отрядами руководит губернатор провинции Ван, где они проживают. Кыргызские воины принимают участие и в некоторых антитеррористических операциях, при проведении которых они находятся под руководством турецкой жандармерии и Министерства обороны. Таким образом, как и 700 лет назад при взятии Никеи, кыргызские воины и сегодня сражаются бок о бок вместе со своими турецкими братьями. Несмотря на возникшие сложности, община ванских кыргызов продолжает жить и процветать на своей новой родине.